славе пам'ятаємо, братья-просветители, на славянском народе первый учитель. Имена-то весь вождение, века веков виват чест. Ныне всечки те славяне, с песней штели славы мест. О, учители творцы, смели вон не светят, светя без чет, китим образом весь свет. Ви запали тілечі, ви не дали тілечі, багатих ті не багатський зов, багатих ті не благослов. Слава вам, браття, слава і честь, ваше то діло прославим і днес. Слава вам, браття, Кирилу і Методій, слава і честь, слава і честь. Еще отметить, что для исполнительного комитета очень важно, чтобы на территории автономии функционировали те языки, которые обозначены в уложении, соответственно, в наших законах, и функционировали те языки, родные языки, на которых наши люди привыкли говорить, думать, писать. И хочу поблагодарить руководство болгарской общины, которая включилась, руководство Камрадского государственного университета, которое всегда поддерживает, соответственно, эти проекты. Рада, что данная конференция проходит на базе Камрадского государственного университета. Со стороны исполнительного комитета оказывается и будет оказана поддержка по всем проектам. Мы поддерживали, будем поддерживать все общины, которые есть на территории автономии. Говорят, что специалист, который востребован на рынке труда, он должен владеть 40% знаний языков, 40% информационных технологий и 20% специальностей. И поэтому Гагаузия может быть большим примером для многих стран, так как наши дети изучают не только государственный язык и иностранный язык, а также и свой родной язык. Не это ли пример для нашего руководства страны, какое трепетное отношение мы имеем к языкам? Тот труд, который нам оставил святые равноапостольный Кирилл и Мефодий, этим трудом сегодня и пользуется наша Святая Православная Церковь. Это богослужение, Евангелие, Псалтырь и остальные книги. Этому празднику много лет, но в советский период эта традиция была приостановлена, и только в 1990 году Дни славянской письменности и культуры вернулись. Сегодня в Камрадском государственном университете проходит международная конференция «Функционирование славянских языков и литератур в Республике Молдова». Это мероприятие проводит, организатором этого мероприятия является Камрадский государственный университет, община болгар Гагаузии, русский центр и польская община в Камраде. Эту конференцию мы проводим уже 15-й год подряд. Она проходит в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры. На территории Гагаузии болгарский язык изучается в Чедерлунге, в Камраде в 2 лицеях, в Чедерлунге в 3 лицеях уже, в Кирсово и в Светлом. Хочу сказать, что дети себя чувствуют очень уютно, потому что при поддержке Министерства Республики Болгария, Министерства образования, которые каждый год непосредственно помогают, то есть отправляют учебники для наших школ. Также наша община не только с Гагаузией работает, но мы работаем со всеми школами Республики Молдова, где изучается болгарский язык и литература. И хочу сказать, что сегодня на этой конференции присутствуют тоже представители со всех районов, где изучается болгарский язык и литература. Мы здесь для презентации книги Болгарии и Гагаузии, которая будет здесь на этом конференции, получили покану для этого. Между прочим, можно сказать, что это будет первая, так сказать, публичная презентация этого издания. Можно сказать, самой книги, а самое издание, оно представляет все процессы, которые происходили в Северо-Восточной Болгарии, и все процессы, которые связаны с формированием и происхождением болгаров в Гагаузии. Я хочу отметить отдельную роль болгарской общины и ее руководителя.
потому что под эгидой этой общины проводится очень много мероприятий, которые действительно построены во многих случаях на их личной инициативе. И со стороны исполнительного комитета, конечно, будет всегда оказываться поддержка. Я хочу отметить тот факт, что у нас есть школы, в которых изучается болгарский язык. У нас новости на телевидении, на радио делаются на болгарском языке. То есть это говорит о том, что мы на самом деле заинтересованы. Конечно, недостаточно времени мы, может быть, уделяем каким-то проблемам. Может быть, нужно больше охватить ребят, может быть, нужно и взрослых привлечь ко всему этому. Но, как говорится, есть начало, есть желание, есть инициатива, и со стороны исполнительного комитета, конечно же, она будет поддержана.